Салим Дастер! С вами школа Жанаты, и мы начнем первый урок казахского языка. Ребята, если хотите записаться на мой курс, напишите на WhatsApp номер. Сегодняшняя тема наша – пространственные падежи. Пространственные падежи – это падежи, которые отвечают на вопросы «откуда», «где» и «куда». Например, если мы отвечаем на вопрос «откуда мы пришли», мы к этому месту сразу добавляем шахасеты. Это окончание как дан-ден, тан-ден, нан-нен. Дальше. Если мы отвечаем на вопрос «где», где мы находимся, живем, да, сразу к этому месту добавляем шахасеток. Это окончание как да-де, та-де, анда, анде. Анда, анде добавляем, если к слову уже добавлено тәуелдік жалғау третьего лица. Дальше. Если мы задаем вопрос «куда?», куда мы пришли, куда мы пойдем, сразу к этому месту добавляем парсепток. Это окончание как гаге, каге, нане, ае. Нане добавляем, если к слову уже добавлено тәуелдік жалғау третьего лица. Ае добавляем, если к слову уже добавлено тәуелдік жалғау первого лица и второго лица. Дальше разберем примеры. Например, скажем, я вышла из дома. Откуда? Из дома. Смотрите, слово дом и добавляем шахасепток и ден и говорим вышла. Шахтам. Мен идем шахтам. Также можем сказать мен мейрамханадан келдім. Я пришла из ресторана. Мен ауруханадан шықтым. Әуежайдан келдім. Из аэропорта пришла. Дальше задаем вопрос, где мы находимся, да? Например, где я сейчас? Я дома, скажем, да? Вот, слово «дом» и добавляем шахасепток, которое обозначает, где мы находимся, и где, и добавляем жидкий жалғау, так как речь идет о себе. Мен идемін. Дальше можем сказать мен аялдамадамын, мен емханадамын. Дальше. Отвечаем на вопрос «куда?». Например, куда я пришла, да? Куда мы пришли? Скажем, я пришла домой. Слово «дом» и добавляем парсепток, так как обозначаем, куда мы пришли, и ге, и говорим слово «пришла». Келдім. Мен үйге келдім. Также мы можем сказать мен мейрамханаға бардым. Мысалы, барамын, мейрамханаға барамын. И это как я пойду в ресторан, мен мейрамханаға барамын. Әуежайға барамын, я пойду в аэропорт. Дальше. Представим, что у нас есть подарок. Вот. И у нас спрашивают, да, от кого ты взял этот подарок? И мы скажем от подруги. Вот. И слово подруга это будет слово құрбы. Так как это моя подруга, говорим құрбым. И добавляем окончание шахасепток. Потому что от кого? Құрбымнан. И говорим слово взяли. Алдым. Құрбымнан алдым. Дальше скажем у кого мой подарок, да? И вот скажем у подруги. И вот слово құрбым добавляем шахасепток, обозначая у кого. Құрбымда. Дальше мы взяли у нее уже подарок. Теперь мы должны дать ей подарок, да? И скажем, кому мы даем, да, вот этот подарок. И скажем, құрбыма беремін. Вот, слово құрбым. И здесь добавлено суффикс «а», вот окончание «а», так как слово уже добавлено тәуелдік жалғау первого лица. Құрбыма, и говорим даем, бердім. Дали, да, уже? Құрбыма бердім. Все. Дальше, ребята, хочу вот именно рассмотреть время, так как эти падежи отвечают также за время. Вот, я нарисовала циферблат, внутри это часы, снаружи минуты. Так, скажем, что время ровно 12:00, да? И слово «ровно» это будет слово «тура». Сағат тура уника. Например, скажем, я ровно пришла домой 12:30. И словно вот уже пришла, да, уже находимся в этом времени. А где, на вопрос «где» у нас отвечает шахасепток. И также выходит, значит, сағат 12, добавляем шахасепток, сағат 12-де келдім, либо сағат тура 12-де келдім. Вот. Дальше. От 12 скажем, что 5 минут прошел. Вот. И минута прошел от этих часов. Значит, на эти часы мы добавляем шахасепток. И говорим 12, добавляем шахасепток. 12 ден, сколько минут прошло, потом скажем. Вот 12 ден, без минут кетті. Слово кетті это прошел. Дальше
Скажем, что уже 12 ровно 30, да? 12:30. И словно 30 мы говорим на казахском не отыз, а жарым, половина. Да? Вот. Оника жарым. Также можем сказать, я ровно 12:30 пришла домой. Сағат 12 жарым. И добавляем жартысыптық. 12 жарымда келдім. Так, дальше. Скажем, что вот 10:50 сейчас, да? До 11 осталось 10 минут. Вот. И вот, скажем, 11, добавляем ему барсиптык, так как минута направляется к этим часам, и говорим 11ге, добавляю барсиптык, и говорим, сколько минут осталось, да? 10 минут осталось, это слово қалды. 11ге 10 минут қалды. Вот. Ребята, надеюсь, вам было понятно. Если что-то непонятно, напишите вот в комментарии, и я разберу его на следующем уроке. Sağ olun, dostlar.